Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Витаю вас, друзья. Сегодня 11 августа 23 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality YouTube и на канале в TikTok Аслан Арцуев. И в TikTok на канале Аслан Арцуев. Итак, 20 часов по Берлину, 21 час по Джахару. Друзья, я вас всех приветствую. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Так. Сразу хотел бы начать с того, о чем нам сообщает Генеральный штаб Збройных сил Украины. Пока мы все собираемся, я вас всех вновь зашедших, пришедших витаю. За прошедшие сутки уничтожено 580 оккупантов, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем и 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт, 18 БПЛА, 16 автомобильной техники и цистерн и 10 спецтехники. Слава Украине, друзья! Слава Украине! Так, Ребель, Машоваль. Распространяйте ссылку, друзья. Это самое важное. Если вы распространяете ссылку, значит это становится интересно. Нох, ва алейкум ассалам, Самур, ва алейкум ассалам. Маш довольшо. И так, Дион. Степан Бандера поделился трансляцией, сообщает мне TikTok, и просит, чтобы и остальных я тоже попросил, предлагает, точнее, попросить сделать то же самое. Так что делитесь, друзья, делитесь. Будьте как Степан Бандера, будьте как Степан. Итак, Дион. Итак, на чем это мы остановились? Так, ну, смотрите, ситуация следующая. В России беспилотники начали, ну, кто-то, сомневался, что когда бомбили Киев, что сия чаша минует столицу фашистской России. И даже посмеивались, когда я предлагал наносить ответные удары. Ну так вот, смотрите, сегодня над Москвой сбит или упал, или сбит беспилотник. Неизвестно, украинский или нет. Ну, пока не скажут украинские власти об этом, мы будем говорить, что мы предполагаем, что это украинский, но мы точно знать этого не можем. Может, это инопланетяне просто сейчас заступаются. Весь мир заступается за Украину, и может, инопланетяне тоже решили заступиться. Вон Байден же говорит, что инопланетяне есть. Да, там большая статья расходов была на инопланетян. И что они есть инопланетяне. Значит, есть. Так вот, смотрите, в районе Серебряного Бора, живописного моста, наверное, знаете этот мост, да, с рестораном, который подвисает над такой аркой, которая держит этот мост. Вот там упал один беспилотник. Полицаи российские, московские, замечены с противодроновыми пушками. Это такая махина, которая там направляет лазерный этот звуковой какой-то луч на дрон, и так нейтрализуют они таким образом дрон. Короче говоря, уже появились патрули с этими пушками антидроновыми. Далее сообщается, друзья, украинский, ну или же не украинский, беспилотник попал в центральные ворота московской системы водоснабжения. Так, началось. А так, вчера, точнее уже это ночью было сегодня, загорелся какой-то объект. Предполагается какой-то склад в Одинцово. Очень большой пожар. Тоже сообщается, что скорее всего это
прилетел беспилотник. И вот таким образом потихонечку Москва, спаленная пожаром, будет денацифицирована. Ты вообще на какую аудиторию газуешь? На чеченскую или русскую? Юлдаш Баскупиев. Ну и манеры же у тебя, Юлдаш, да? А что ты имеешь в виду газуешь? Что значит газуешь? Я не понял, Леон. Так, валейкум салам, уарти муслим. Так, Эдам, алейкум ассалам, машвой Эдам. И так, ну, короче говоря, смотрите, друзья, ситуация следующая. Потихонечку, несмотря на то, что Россия просто закопалась в землю, как во Вьетнаме, ушли под землю, окопались, держат оборону, усеяли все просто, что только возможно минами. Это я не представляю потом, как это все разминировать, потому что никаких карт, никаких там с соблюдением каких-то своих воинских правил не минируется, все минируется просто подряд, все просто с самолетов сбрасывается, так усыпается минами. Это просто на десятилетие разминирования придется потом этим заниматься. Несмотря на это, несмотря на то, что русские делают все возможное, чтобы не могли украинцы освободить свои земли, все потихонечку освобождается, шаг за шагом, степ-бай-степ, как говорится, и наносятся удары по самым чувствительным, болезненным местам самой фашистской России. Хочу знать, чтобы тебя услышали чеченцы или русские. Юлдаш, я не понимаю о чем ты. Еще раз я не понял, что ты сказал. Газую я на кого? Я рассказываю здесь правду. Мы здесь не газуем. Мы здесь не на Урале или КамАЗе едем, или на чем там еще, на Газели, чтобы газовать. Мы здесь рассказываем правду. Этот канал и я в моем лице рассказывает правду. Аналитику для чеченцев. В частности, в большей части для чеченцев я работаю лично. А так я говорю на русском языке для своих украинских друзей, для американских друзей, для английских друзей и всех, кто не понимает чеченскую речь. В том числе и для нормальных русских, не имперцев. Русских мы тоже вещаем. Как-то так. Как смотрит на то, чтобы Кадыров заменил Путина? Че с РФ? Так, друзья. Напоминаю вам, друзья, если вам не сложно, раскидайте ссылку на наш стрим. В WhatsApp, в Telegram, где только вы можете. Раскидайте. Это займет 5 секунд у вас. Он все соки с РФ выдавит. Но я думаю, после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение в русско-украинской войне, я думаю, там сока выжимать уже нечего будет. И я думаю, спаситель Путин все сделал для этого. Ну и, конечно же, русский народ не сидел без дела. Русский народ активно помогал, активно продвигал имперскую вот эту повестку. И, ну вот, что, за что боролись, да, на то и напоролись, как говорится. Так это, по-моему. Что искали, то и нашли, говорит. Чеченская пословица говорит, что искал, то и нашел. Вот, как-то так, да. Ну,
потери растут. Ты думаешь, что Россия потерпит поражение? Конечно, Юлдаш, конечно, потерпит. Она же уже терпит. Россия сейчас пытается выдержать тот натиск, который сейчас на нее совершает Украина. Те громкие реляции, те громкие заявления о том, что Украина будет там за 3 дня взята. Хотите декоммунизацию? Помнишь, наглое вот это подлое вот это злое лицо Путина, когда он говорит: хотите декоммунизацию? Будет вам декоммунизация. Ленин создал вашу Украину и так далее, и так далее. Помнишь это? Это же не просто слова были. Это уже подготовленная армия была. Это был убийца, который убил 300 тысяч чеченцев, среди которых 42 тысячи граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Этот убийца, который совершал тяжкие преступления в Грузии, в Сирии. И это было очень серьезно. Помнишь, как фашистская Русня хвасталась, как она уничтожает, там, как она запугивает, да, как она там в Буче. Помнишь, в Буче что было? Знаешь, что было в Буче? Тем, может, украинцы не все понимают, и там другие люди не все понимают, что было в Буче. В Буче был акт устрашения. В Буче был акт устрашения. Перед тем, как войти в Киев, а они уже собирались войти в Киев, и они там остановились, им нужно было совершить как можно больше зверств. Так они делали в Чеченской Республике Ичкерия. Так они делали везде, где они оказывались. И перед тем, как войти в Киев, а в Киеве, я не сомневаюсь, была бы еще большая резня, они не скрывали об этом. Если ты россиянин, я буду говорить ты, да, вы, Юлдаш, если ты россиянин. Поясни точно, чтобы я знал, кто ты. Так вот, они планировали как можно больше убить людей, запугать людей. Еще до начала этой войны есть такой доверенный человек Путина, который сам об этом говорит, Федоров, который рассказывает, что нужно уничтожить 20% украинцев, то есть 8 миллионов украинцев. Дугина мы тоже все помним, да, убивать, 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 как профессор вам говорю, все тоже прекрасно все помним. Короче говоря, ситуация, скажем мягко, в корне изменилась. Понимаете? В корне. Совсем по-другому все выглядело. Когда высаживались в Гостомеле под Киевом, когда в Буче вырезали людей просто, когда там, в других местах совершали те же тяжкие преступления. А теперь как крысы сидят в окопах. Мы каждый день можем наблюдать видео, как спецгруппа по вытравливанию крыс высаживается с Брэдли и заскакивает в окопы, в блиндажи и просто вытравливает крыс, которые оказались на их земле. Вся Украина уже, восточная часть Украины, кстати говоря, которая поддерживала фашистскую Россию, вот эта часть усыпана телами освободителей так называемых. Как-то так. Конечно, потерпит. Она уже ж потерпела. Так как вижу, почти перешла на чеченский язык, так зрители не понимают языка. Ты, как вижу, почти перешел. Ну, я делаю в понедельник и в пятницу стримы на русском языке. В остальные дни я делаю на чеченском языке, да. Но у меня канал двуязычный. Я делаю и на русском, и на чеченском. Ну и в самом начале иногда делал и там на английском есть видео. Можно на ты, я казах. Все, родом с Казахстана. Ясно, Илдаш, тогда к тебе претензий нет. А сам, почему антитерчери не выходит в эфир в последнее время? Без понятия. Я ничего не знаю на эту тему. Слава Ичкерии, героям слава. Героям слава. В пятницу и в понедельник стримы бывают на русском языке. Остальные дни я делаю на чеченском языке.
Ну, как получается, по-разному бывает. Если что, так, на всякий случай, анонс вам, друзья. Так, Хамзат Машвуил. Осна, Россия уже проиграла, но может ли она неожиданно сделать подарок Украине? Я имею в виду ядерный. Может? Конечно, может, Адам. Фашистская русня может все. Подлость, коварство, жестокость, нечеловечность. Это все в российских просто в традиции. А не просто сегодняшний Путин это может сделать. Это традиция, это российская, русская традиция. Всегда так они делали, всегда так поступали. Конечно, может взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Боятся, боятся. Если бы не американцы, если бы не англичане, давно бы нанесли бы ядерный удар, давно бы взорвали бы Запорожскую станцию, применили бы химическое еще какое-нибудь оружие. Хотя фосфор применяют и так далее. Просто элементарно боятся русские, потому что получат ответку. И все. Взорвали Каховскую ГЭС. Да, это страшнейшее преступление. Это преступление, там, я не знаю, в этом веке такое мощное экологическое преступление, экологической катастрофы, наверное, искусственно, целенаправленно совершенной человеком, наверное, еще не было вот в 21 веке. И это все делалось для того, чтобы хоть как-то остановить контрнаступление. И, наверное, в какой-то степени им это удалось. Потому что, как мы видим, контрнаступление развивается не так стремительно, как о нем анонсировали, как об этом предупреждали. Усыпали все минами, окопались, подвозят вот этих своих мобиков, чмобиков, частично мобилизованных или вообще добровольцев, ну и так далее. Работают, как могут, работают, огрызаются. Ну, шансов нет никаких. Так, конечно, могут применить. Все могут. Ничего святого нету. Ни у Путина, ни у ФСБ, ни у имперской России. Ничего святого у них нет. Ничего. И они, кстати говоря, они этим гордятся. Вот когда я говорю, что у них нет ничего святого, что они подлецы, насильники, убийцы, так вот, им это нравится. Это для них как вот нарушена у людей психика, понимаете? Им это доставляет удовольствие. Смотрите, они нас боятся. Когда их презирают, как дохлую скотину, им кажется, что их боятся. Значит, если дохлую скотину вы не хотите трогать руками, получать запах, вонь, которая исходит от этой скотины, получается, вы боитесь. Вот такая вот психика, вот такая извращенная психика у вот этих имперцев, фашистов, к сожалению. Так, валейкум война, машворе. Если даже Украина победит, что это даст чеченскому народу? Ничего не изменится в Чечне. Юлдаш, ну ты ошибаешься. Во-первых, фашистская Россия ослабляется. Это раз. Во-вторых, я тебе скажу. Чеченцы получили в лице украинцев площадку, где можно говорить. Понимаешь? Украинцы помогали русским нас уничтожать. Я не оговорился. СБУ, начальник, который сбежал в Россию, и там и другие военные принимали участие в войне против нас и так далее. Чеченцы не могли спрятаться даже в Украине. Да, там есть много украинцев, которые помогали чеченцам, прятали, там много чего, там разных хитрых моментов было, но при всем при этом выдавали чеченцев и так далее, и так далее. Теперь же мы с украинцами говорим на одном языке, мы понимаем, теперь нас украинцы начали понимать, что империей нужно бороться сообща. Это раз, это один из успехов. Там воюют наши бойцы. Это костяк будущей нашей армии. Чеченской республики Ичкерия. Там, которые сохранились, выжили и сейчас там где-то там стекаются потихонечку. Кто-то разные там подразделения, разные группы. Хотя есть и провокаторы там разные, которые действуют от нашего имени, от чеченского имени. Это тоже момент, который надо тоже вычищать, заниматься. Так что это раз. Во-вторых, Украина признала нашу территорию оккупированной
И то, что над нами совершен геноцид. Верховная Рада Украины официально признала. Это большой успех. Воюющая Украина, на которую смотрят все камеры всего мира, сделала вот такой шаг. Это уже второе государство, или может третье, Афганистан, Грузия и Украина, которая сейчас признана. Сейчас я очень надеюсь, что Украина признает нашу официальную власть. Для нас это большая будет поддержка. Если нас признает Украина, многие, кто сейчас помогает Украине, а Украину сейчас все слышат, Украина является сегодня международным таким игроком уже из никому неизвестной фактически, самой большой на минутку европейской страны, Украина стала международным игроком. Есть проблемы, я сейчас не хочу о них говорить, конечно же, мне много чего в последнее время я сам критикую некоторые моменты, сейчас не будем об этом говорить. Поэтому это два. То, что мы там формируемся, у нас есть площадка информационная, где мы можем о себе заявлять. После того, как нас мир признает, Россия ослабнет, Украина... Знаешь, Джахар сказал, что Россия нападет на Украину, что под славянизацией там, и так далее. Она попробует Украину подмять, что Украина не даст себя подмять, и в конце концов на непримиримых позициях они сойдутся. Сегодня мы видим, что они сошлись на непримиримых позициях. Украинцам нужно перестать быть украинцами для того, чтобы Россия была ими довольна. Украинцы категорически против этого, наоборот, отказываются говорить даже на русском языке. Например, у нас, у чеченцев, никогда не возникал такой вопрос, говорить там на русском или на чеченском языке. Мы говорили на каком хотим языке. У нас даже песни, там, которые там пелись там, даже такой был Тимур Муцераев, ну, он, наверное, чтобы русские поняли, или евреи, чтобы поняли, пел эту песню на русском языке, про 12 тысяч маджахедов, возьмут Иерусалим там и так далее. Фактически получалось, что Тимур Муцераев такую медвежью услугу нам оказывал. Но факт есть факт. У нас не было этой проблемы. Сейчас украинцы отказываются говорить на русском языке. Но это тоже очень хорошо. Ну вот таким вот образом, я думаю, что это не значит, что автоматически после победы Украины Ичкерия деоккупируется. Не обязательно. Хотя, возможно, и так. Но не обязательно. Потому что Украина становится сильнее, Украина становится мощнее во всех смыслах этого слова. И сейчас объединяется Польша с Украиной, армия. И это, я так полагаю, очень опасно для фашистской России будет, потому что министр нападения Шойгу об этом как раз начал говорить. И я полагаю, что мы таким образом сможем освободить свою страну. Когда фашистская Россия ослабнет окончательно, туда придет новое цивилизованное правительство. Пока я не наблюдаю его, но будем надеяться, то вот можно будет вот таким образом деоккупировать нашу страну. Ичкерия будет свободной только после смерти Кадырова. Юлдаш, ты пребываешь в плену российской пропаганды. Кадыров ноль. Ноль. Понимаешь? Кругленький, кстати говоря, сейчас уже в прямом смысле этого слова. Круглый ноль. Наша страна оккупирована не Кадыровым. Наша страна оккупирована фашистской Россией, террористической бандой ФСБ, КГБ СССР, которая у вас в Казахстане тоже, кстати говоря, находится у власти, и которой вы до сих пор не боролись, кстати говоря. Поэтому у вас тоже большие проблемы. Наша страна оккупирована не Кадыровым, а фашистской Русней. Поэтому смерть Кадырова ничего ровным счетом не решает. За его место можно поставить Демирханова, Даудова, там, Алаудинова, там много можно, кого они могут поставить. И так далее. Поэтому вот как-то так. Ну ладно. У русских все бывшие союзные республики создал Ленин.
Ну, получается так. Ну так-то и тогда Россию создал Ленин, правильно? Советский Союз, РСФСР, он же создавал. Да, им нужна была быстрая победоносная война. Да, но совершенно верно. Ну, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Забыли спросить у ЗСУ, у украинского народа забыли спросить. Так все вроде нормально было, да? Маршал Илhamzat. Валейк салам, Хагдан ТСД. Привет всем участникам передачи. Привет. Я думаю, Китай не позволил бы России использовать ядерное оружие. Ну, не знаю. А почему, зная это все, Путин отправляет мясо, Далцин, Хеллер, поиграли, почему не признает свою ошибку, дал бы назад. А он дать назад не может, Адам. Если он даст назад, то тогда возникнет, что он слабый. А у русских психология, он же сам русский, он знает эту психологию очень хорошо. У русских, чем ты больше убьешь, тем ты круче. Ему отступать уже некуда. Ну, чеченцу сложно понять эту психологию. На самом деле это так. Поверьте, просто поверьте мне на слово. Им нужно, если сейчас Путин скажет, что да, было жалко, это наши люди, ну давайте не будем их убивать. Все, он слабак, он никто, он вообще не людоед. Хотя он уже и так много убил людей, что он уже себя зарекомендовал так, что он очень опасный и очень жестокий человек. И русским это нравится, за это они его боготворят. Но вот такая вот ситуация. Назад отступить ему нельзя. Назад отступить нельзя. Он ждет переговоров. Он ждет, что сейчас украинцы не на примиримых позициях будут, а начнут уступать. И это будет самая большая ошибка Украины. Только изо рта вылетит слово украинцев, что мы готовы к переговорам. Все, в этот момент они сядут на шею. И сейчас уже такая, кстати говоря, система намечается, что там что-то такое уже поговаривают. Вот там уже, видите, за 2 года уже сидящий с этим Фейкиным Арестович рассказывает там, что надо песни петь Виктора Цоя, что это там нужно. Это все не случайно происходит. Что нам рассказывает человек какой-то в маске, тоже один из арестовичевских товарищей, который тоже с ним канал ведет, рассказывает, что на фронте уже хотят договариваться, он за всех сказать не может, вот из своих друзей он может сказать, что может договариваться и так далее, и так далее. Это такая идет пробная такая проба идет, чтобы население потихоньку иначе подготавливать к тому, что будут договариваться, разговаривать. Ну, стоит об этом заикнуться, о переговорах, говорит, ну и все, и после этого русские скажут, ага, все, мы можем. А так посмотрим. Я верю в силу воли украинцев. Украинцы мне лично доказали, что у них есть стержень, о котором говорил Джохар Дудаев, стальной стержень, который что они не уступят. И то, что они до сих пор борются за свою свободу, с тех пор, когда над ними и Голодомор совершался, и там 70 лет их превращали в советских людей, как нас всех вместе взято, что они не стали советскими гражданами, а стали свободными людьми, это говорит, я верю в то, что они не сдадутся никогда. Как и мы, чеченцы, да, мы потеряли территорию, у нас оккупирована территория, наш народ взят в заложники. Только лишь за то, что я здесь выступаю перед вами, говорю то, что думаю, моих родственников пытают, забирают, возбуждают против них уголовные дела, будут что угодно с ними делать, ну, бывших родственников, потому что все они от меня отказались, и я от них, так как, в принципе, они особо и не были на моих позициях, они всегда были такие пророссийские, такие ватниками были многие. Так что вот такие вот дела, вот такие вот, не сдадимся никогда. Так, Кирстукас, витаю, слава ЗСУ, витаю, Киртукас. Государство Чеченской Республики Ичкерия будет свободная, Литва. Спасибо, обязательно. Маш Думасарга, Черей, Делер, Саламашева. Афериш Шулер, как относится? Привет всем свободным, Фархаду из Норвегии. Привет всем свободным, привет из Краснодара. А кто это? Кто это?
Так, Россия будет колонией Англии. Ну, не знаю. ЧДП, Аслан, они, ЧДП, Аслан, они атеисты? Ну, и я не знаю, я не могу заглянуть им в душу, атеисты или нет. Но то, что они демократии наносят урон вот этими своими разговорами, это уже очевидно. Надо переименовать Россию в Тартарию. Так она называлась до Петра Первого. Да, неважно. Неважно. Украинцы выдохнулись уже. Ну, я не сказал бы, что украинцы выдохлись. Ведь с той стороны тоже не мед течет. Нафиг она нужна, чтобы ее переименовать. Была и нет ее. Да, они уже ее переименовали, Хамзат. У них теперь называется Российская Республика. Куда, кстати говоря, должна по их плану, по плану закаевских дружков, как его, Пономарева, войти в Чечня. Да, Чеченская Республика должна войти. Хагуш. Украинцы упрямые, но это у них от нас. Или у них от нас, или у нас это общее. Ола асан хагуч суртят амт и баган балара улих ич. Халтем, да, науэр вар. Все нормально, самогатия. Демел дола дик душон. Патриотически настроенные украинцы они пустили в расход. Ну, не так все, не так все, далеко не так. Кадыровская, ой, что-то у меня с глазом начал дергаться. Кто-то, наверное, вспоминает меня неласковым словом. Хотя я думаю, много кто меня вспоминает неласковым словом. Кадыровская власть – бутафория для легализации оккупации Чечении. Выпячивание внешних атрибутов чекистского ислама ставленниками чекистов в Чечении является тактикой отпугивания Запада от нас. Нам надо развеивать мифы НКВДшников о радикальных чеченцах. Совершенно верно, СЦ. Абсолютно так. Нам нужно не начало России, а ее конец. Да. В Советском Союзе, как началась холодная война в 40-х годах, коммунисты себя называли демократами, американцы империалисты, а на самом деле все наоборот. У русских всегда так было. Русские всегда делали так, что если они кого-то называют террористами, вот посмотрите, они называли чеченцев бандитами, боевиками. Боевик это вооруженный бандит. Со всех зон, они как сейчас, вот так называемый ЧВК Вагнер, собирали своих бзеков и засылали к нам туда. Боевиков, вооруженных бандитов. Терроризм. Терроризм это чисто излюбленное дело, это их излюбленное дело. Отрезание голов, сжигание заживо, изнасилование, убийство детей, женщин. Это все методы русских. Именно так русские воюют. Они всегда так воюют. Это не какой-нибудь из ряда вон выходящий случай, какой-нибудь там, я не знаю, такой нестандартный случай. Это стабильность, всегда русские только так и воюют. В истории всегда так. Всегда. Вот сегодня польский премьер сказал, по-моему, премьер это был, сказал, что когда русские приходят, они насилуют и убивают женщин, детей, стариков. Вот и все. Об этом знают все, это не только чеченцы говорят. Я вот за эти, вся моя жизнь сознательная, взрослая, вот моя, с 17 лет началась эта война, и я знаю, что такое русский и Россия. Да, среди них хорошие люди есть, которые не причастны к этому всему, но их так мало в этой России. Остальные все за, все фашисты, все имперцы, русисты, как их называл Джохар Дуда. И им нужно больше крови, больше жестокости. Вот сломать надо, унизить надо. Это они такие. Так, ладно. И поэтому, если они говорят на украинцев, что они нацисты, то знаете, что нацисты это фашистская Россия. Привитание всем оккупированным русней свободы.
Бавовников, привитание, витаю тебя. Ассаламу алейкум. Вы как думаете, Чечня когда будет свободна? После уничтожения кадыровцев в Украине? Нет, после уничтожения кадыровцев этого недостаточно, чтобы стать свободными, друзья. Смотрите, первое, когда нам кто-то говорит, а нам некоторые здесь пишут, давайте поднимайте восстание, там кавказские народы должны восстать и так далее, и так далее. Во-первых, когда разваливался Советский Союз, больше удобного случая для того, чтобы было восстание, не было. Так вот, кавказские народы не восстали. Восстали, только вышли из состава уже развалившейся, уже не существовавшейся СССР, только Чеченская Республика захотела выйти. Это было безопасно, это было не кроваво, это можно было сделать. Но никто этого не сделал. Это раз. Сейчас же, для того, чтобы мы получили свою свободу, постгеноцидный народ, оккупированный народ, находящийся там в очень тяжелом состоянии, единственный, кто может восстать, это были мы, кто может сейчас сражаться. Сейчас же нам нужно, чтобы мы что-то предпринять начали делать, нам нужно, чтобы нас признали. Чтобы нас признали независимым, суверенным на международном уровне, государством, чтобы нас признали. И вот после этого мы будем разговаривать с кем-то. Потому что вся проблема чеченского народа, чеченского государства была связана с тем, что мы считались внутренним делом фашистской России. Незаконно. Нету ни одного документа, подтверждающего того, что мы являемся внутренним делом фашистской России. Ни одного документа нет. Но весь мир нагло, лицемерно промолчал, сказал, это внутреннее дело. Точно так же, как в 44-м прошлого века году, 44-м, когда нас уничтожали под видом депортации чеченцев и ингушей, тоже сказали, это внутреннее дело. Берия сказал, депортация народов, перемещение народов России в СССР, это внутреннее дело СССР. И все сказали, ну ладно, внутреннее. А внутреннее же нельзя вмешиваться по международному праву. Все, значит, не вмешиваемся. Вот такая вот была ситуация. Поэтому нам нужно, чтобы нас признали. Вот после того, как нас признают, там, например, Зеленский до сих пор не высказал своего мнения. Верховная Рада признала геноцид, оккупированная территория. А вот Владимир Зеленский не признает. Его, например, говорящая голова Подоляк, который тоже там, он откровенно игнорирует чеченский вопрос. Ну, просто демонстративно игнорирует. Демонстративно. Какой-то эксперт, забыл его сейчас, на «Голос Америки» или в настоящем времени, сейчас интервью было, у меня здесь в Ютубе есть ссылка на него. Так вот, этот чувак говорит, что империя, ну вот представьте, человек политолог, очень осведомленный человек, он на голубом глазу заявляет спокойно, что имперские амбиции России начались в 2008 году с нападения на Грузию. Вот так просто люди заявляют. Ну вот абсолютно нагло, цинично. Вот из-за таких людей сейчас Украина находится в состоянии войны, истекает кровью. Вот из-за таких людей. Потому что тогда, если бы весь мир признал бы, что имперские амбиции начались в 94-м, а еще раньше они начались, просто Чечня была самая маленькая и самая удобная, чтобы бить ее. Они не рассчитывали, что это займет у них 20 лет. С 91-го там, по 23 года по 2014. Они не рассчитывали на это. Если тогда всем миром просто навалились, Россия была слаба, тогда были свободные демократические силы в России, была гласность какая-никакая в России, тогда можно было Россию как-то исправить, рассекретить архивы КГБ. Вот это все нужно было сделать. Но почему-то это не было сделано. А теперь вот этот украинский политолог заявляет, что имперские начинания, такие поползновения
фашистской России начались с 2008 года с нападения на Грузию. Но мне хочется в лицо плюнуть такому человеку. Просто в лицо плюнуть. Так, ассаламу алейкум, Ашур, ассаламу алейкум, ассалам бамут, Машур. И Кувалда. Ты по Пригожина. Совершенно верно. И Кувалда. Вы видели, да, человека открыто, публично, просто, который добровольно, кстати говоря, сдался в плен украинцам, передали обратно фашистской России, они его кувалдой размажили голову. Вот вам и террористы. Самые настоящие садийцы, убийцы и террористы. Все, что они сейчас делают у себя в тюрьмах на людях, это все они учились в Чечении. Да, Нох, совершенно верно. Хамза, тут видно удалить. Потом того, что незнание закона несет ответственность, в шариате есть три вида куфра. Куфр действия, убеждения, слова. Незнание, которое выводит из религии. ЧДП. Ага, понятно. Ну да ладно. Обвинение в нацизме это переобувание. Александр, там Украину поделили на три части. Так, кто поделил Украину? Украинцев только спросите, а то как с русскими получится. Если делите, обязательно их спросите. Эти парни шутить не любят, да. Денацификация это превращение украинцев в русских. Да, совершенно верно. Это обрусевание это было. Это не денацификация была у Путина в планах, а русификация украинцев должна была произойти. Как-то так, да? Ну, давайте почитаем комментарии. Да. Надень свою американскую кепку. Зачем? Мечаюсь. Я не знаю, где она, кстати говоря. Ты что, у меня ее спер, что ли? Я не вижу ее. Ну, раз ты так настаиваешь, да. Ну, не, ладно. Не буду я сейчас ее одевать. Цакарёсу не знаю где. Американская, если найду, я надену. В следующем стриме обязательно надену. Так, ассаламу алейкум всем. Алейкум салам. Тебя бы найти, говорит Ежик. Ежик? Ты что, в тумане, что ли? Я же здесь, в Гамбурге. Давай приезжай. Конечно. Я уже, знаешь, уже жду. Вот ни один ежик да, пока не добрался еще. Нам нужно оставить украинский вопрос и думать о своем государстве. Но смотри, Ичкерия Вою. Украинский вопрос нам оставлять не нужно. Потому что эта война, которая сейчас ведет Украина, это наша тоже война. Это антиимперская война. Конечно же, нам нужно думать о наших проблемах. Но, видишь, мы думаем обо всем, кроме того, чтобы деоккупировать нашу страну. Мы боремся за власть, боремся между собой, плюс там еще враги что-то навязывают, и ведется такая работа против нас. Поэтому оставить Украину, ну, ты можешь. Тебя бы... Так, ежик в тумане потерялся. Алейксалам, Эд, витаю тебя, дорогой. Осману, алейксалам. Да, ежику самому найтись. Да, в тумане заблудился, бедолага, да. Да, Марат, нисейля, чё нисейля? Денацификация это превращение украинцев в русских, да. Правильно ты сказал. Денацификация это русификация. Совершенно верно. Это правильно ты сказал. Надо запомнить. Так было давно соглашение между Западом и Россией. Буш-младший еще в 2000 году уговаривал Украину быть с Россией. Но это, что было, то уже прошло. Салам всем свободным людям, салам. Эд Аслан. Если сегодня высокие чины Украины игнорируют Чиры и чеченскую независимость, то что будет после окончания войны?
Но, Чери, после окончания войны, конечно же, вообще никто нас и не вспомнит. Это раз. Как это не вспоминали до начала войны. Помнишь ведь? Но вспоминали только, когда нужно было выдать России по запросу кого-то. Вот все, что было. А так, в Украине сейчас уже есть здоровые силы, которые понимают всю ситуацию. Поэтому украинцы изменились. Даже я сегодня буквально смотрел там один небольшой ролик, там русский с Харькова, он, ну, я тебе скажу, он был очень категорично настроен против России и вот тех русских, которые к нему пришли его денацифицировать, чтобы он мог говорить на русском. Он говорит, я не могу слушать на русском языке уже там новости их, музыку их. Он сам русский. Я уже все, говорит, они сделали все возможное, чтобы вот... У людей так бывает, когда тебя бомбят, когда тебя уничтожают, и ты понимаешь, что все это ложь. Никакого заботы о русском народе нет никакой. Это обман. Это КГБ РСФСР и КГБ УССР хотят создать единую империю. А русские это предлог, что мы защищаем русского. Вот же нужно им защищать. Они же не могут сказать, мы КГБ защищаем. Вот как-то так. Так, давайте, ладно, дальше. То, что происходит с Россией и Украиной, возможно, договор мирового правительства. Зеленский доверяет для себя территорию. Салам Ахмадов, ты далек от политики, тебе не нужно это ничего. Евреи для себя освобождают. У них есть свой Израиль. Ты не думал над этим? У евреев есть свой Израиль. Зачем им освобождать? А сам, почему Чечня намного мудрее, Казахстан намного мудрее, чем Чечня? Ну, почему, во-первых, намного и почему мудрее? Вот объясни мне, в чем мудрость Казахстана и намного, да, может в чем-то казахи мудрее окажутся, чем мы. Я с этим спорить не буду. Но скажи мне, в чем, да? Асан, все идет по плану, не обращай внимания, кто пытается тебя завести. Они не стоят твоего внимания. Как ты думаешь, когда ликвидируют кладбище фашистской Российской Федерации, Кремль? Эд, я очень надеюсь, что Кремль, удары по Кремлю уже вокруг Москвы, там уже удары все быстрее, больше наносятся. Кстати говоря, вы можете, может, слышали, что не только американцы и англичане передают очень мощные ракеты Украине, но и наши немцы передали Таурусы, мощные полуторатонные, по-моему, или около того, не могу ошибаться сейчас, ракеты, которые летят, могут долететь до, ну, короче, до Москвы спокойно могут долететь, мне кажется. Если, может, не до Москвы, но там до Ростова, по-моему, точно могут долететь. Поэтому я очень надеюсь, я очень надеюсь, что по Кремлю вопрос будет закрыт, ну, в этом году уже. В этом году. Я очень на это надеюсь. Посмотрим. Посмотрим это. А сам, может, он провокатор, который про мудрость заговорил. Может, и провокатор. Казахстан под Русней лежит. Не русский. Ну, не русский, не знаю. Ну, КГБ есть КГБ. Назарбаев был КГБшником, нынешний сейчас КГБшник. Ничего не меняется в Казахстане. А почему чеченцы не расширяли свои территории раньше, твое мнение? Ну, я считаю, что ночи
в менталитете, у каждого народа есть свой менталитет, свое представление. И у чеченцев нету такого в менталитете, в скрепе, как Путин выражается, в скрепе завоевывать чужое. Мы осуждаем это очень категорично. Может быть, это связано с тем, что мы последние 4,5 века, 4,5 уже может быть, века сражаемся против захвата наших территорий, наших земель и оккупации, порабощения. Может, с этим это связано. Может, с этим связано, не знаю. И ЦЕРН, как говорил Джохар, да. Ну, давайте тогда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Устан. Лучше всего, чтобы все мусульманские страны посмотрели бы на Палестину, а не думать об Украине. Эх ты, мусульманин, да. У мусульманина, который живет в Европе, ну, наверное, живет в Европе, вот такая видео вот такое есть, вот с этой машиной. Я так полагаю, это Кадиллак или же Линкольн. Да, это Линкольн. Линкольн Тонкар. Я так полагаю, это старого образца. Или же... Нет, это не Тонкар, это другой Линкольн. Вот этот человек только что зашел и утверждает, что и у него ник мусульманин. И он говорит, что нужно забыть о Украине и всем думать о Палестине. А как раз в Палестине, ждут и думают как раз русские. И вот этот человек, который живет в Европе, который восхищается американскими машинами у себя на странице, хочет, чтобы мы хотели думать о том, что хотят думать КГБшники. Ты ошибаешься. Мы не будем думать о Палестине. Палестина это внутреннее дело Израиля. Пускай Израиль этим занимается, а нас это не касается. В Турции прошел День памяти геноцида уничтожения выселения черкесов и черкесов. Это черкесии и черкесы. Что думаете по этому поводу? Я не знаю, я не слышал ничего по этому поводу. Я скажу, что черкесы наши братья. Кавказцы не империалисты и никогда ими не были. Это говорю я, как кавказец, который не забыл свои корни и историю. За других говорить не буду. Да. Почему палестинцы не думают о себе сами? Линкольн куплен на русский язык. Может быть. Аслан, чеченцы это государственники или нет? Твое мнение. Да, конечно, чеченцы государственники. Но ты так быстро удаляешь, а это уже не ты удалил. Ну да ладно. Так, давайте дальше. Аслан, наверное, не делают GPS настройки по разным точкам. Я про дроны. Может быть, Мустан, который ты имеешь в виду, наносит удар по фашистской России, вполне может быть. Казахстанцы не пережили то, что пришлось пережить чеченцам. Да? Откуда берешь? Что беру? Что я беру? Откуда? Так. Так. Сколько мы в эфире? 55 минут. Откуда будешь? Будешь, ты спросил. В смысле, откуда будешь? Что значит, откуда будешь? Русские отправили ракету на Луну сегодня. Да, с учетом того, что у русских все фейк, то видимо, деньги были выделены еще много лет назад, разворованы, и запустили какой-то там
фигню, которая никуда не улетит и никакой пользы она не принесет. Я вот ничего не знаю по этому поводу, вот честно я признаюсь, я ничего не знаю по поводу этой ракеты, которую они отправили на Луну. Я видел только вот как они ее запускали, там какая-то там стоит туфта, которая намного даже не презентабельнее, менее презентабельнее намного, чем Илона Маска ракеты, которые из ее просто запустили куда-то. И я, положа руку на сердце, могу вам сказать, со всей ответственностью заявляю, никакого толка на то, что они отправили что-то там на Луну, никаких снимков, может какие-нибудь там фейковые снимки они нам продемонстрируют, украв их там у НАСА или там у какой-нибудь другой американской какой-нибудь там корпорации, которая этим занимается. Никакого толка, это все пшик, фейк, ерунда. Русские тонут. Русские тонут в собственном империализме, скажем так. А сам мне тоже по рабочей всегда приходит GPS настройка. И губок дутиш, Мустан, и губок дутиш. Ребята, все будет Украина, Ичкерия. Да, мула, Ичкерия навсегда. Да, мула. Так, в Стамбуле 5 августа прошла международная конференция, посвященная независимости Черкесии. Организаторы обратились к мировым лидерам с просьбой признать геноцид черкесов. Супер, я поддерживаю, я признаю и поддерживаю. Если не признать геноцид черкесов, то ни один на этой земле геноцид можно не признавать. Над черкесами совершен страшный геноцид. Страшнейший. Один из самых страшнейших геноцидов на этой земле. Наравне с чеченцами. Тоже огромный геноцид мы тоже пережили. Асан лавайлам чуа ях болу ей хах бия саму де дарой. Ну, вынужден напомнить вам, друзья, хотя я надеялся, что забудете и не придется мне готовить борщ. Да, шутка, конечно же. Мозговой штурм мне напоминает, что я давал обещание, что я и родственники мои, люди родом. Поэтому вот он просит напомнить. И я вот напоминаю, я вам обещаю, если я доживу до этого дня, я обязательно устрою вас всех туда приглашу, всех, кто пожелает. И мы там будем и варить мясо, жарить шашлыки и наслаждаться природой. Да, запустились с батута. Хамзат, приблизительно как с батута она и полетела, это их вот эта петарда. Аслан Илон Маск уже давно закопал русскую космонавт. Да, именно так. Ты судишь о Раке как диктатор Аладдин из фильма. И ненависти между собой у них нет, кроме как горячих моментов. Я. Чепалкш. Чепалкш, ну это... Я не обещаю Чепалкш, такого не было, может, да, но сделаем для тебя сват и Чепалкш. Чепалкш тоже тема, да, хорошая. Чепалкш это классный он. Будем возвращать фашистующих русских гостей в исконные области перед Москвой в районе Пскова с оккупированной территории Сибири, Урала, Кавказа и Поволжья. Да, Мола, не русские. Дай бог. О ракете хотел написать. Ясно. Ты судишь о ракете как диктатор. А кто такой диктатор Аладдин? Давно не ел. Ну, в чем проблема? Надо замутить, да. Иншаллах, мы сами будем выпускать дроны.
Да, совершенно верно. Ну, смотрите, сейчас представьте, какая мощная артиллерия поставляется а, Украине. Вот представьте, да, самые современные, самые мощные шведские, немецкие, там, американские, какие там есть, я не знаю, там, все поставляются. И сейчас украинцы говорят, что, ну вот я читал, что более эффективны, чем дроны, они более эффективны. Нужно отдельную армию создавать для этих дронов. Представьте, ну, отдельные там подразделения создавать или войска создавать под вот эти дроны. А вообще всего ничего эти дроны. Один человек тогда показывает пацана украинского, ну, может, 20 лет ему, может, 22, парнишка вообще. Он сидит и говорит, у меня 500 на счету. Ну, кто может похвастаться, что он 500 там врага уничтожил? Это он еще несколько месяцев назад было. Он, наверное, сейчас уже еще больше их уничтожил. Сидишь себе, ракеты эти, подвязываешь гранаты и кидаешь, летаешь, короче говоря. Поэтому это очень мощная вещь, оказывается, дроны. Вот. А их изготавливать вообще ничего, никакой сложности. Представьте, насколько легко стало убивать людей, воевать, убивать людей стало. Это плохо, конечно, но и сейчас русские тоже очень сильно выработали вот эту тему, и они тоже сейчас используют. Надо замутить. Да, да, балонятка, замутить, замутим. Приезжайте. Я вас позову обязательно. Так. Кстати говоря, я тоже хотел вашу, вам новость эту сообщить. Это очень интересно, но уникальнейшая новость, друзья. Вы должны это тоже услышать, увидеть. Смотрите, американские ученые в ходе эксперимента получили новые данные о мюоне, элементарной негативно заряженной частицы, схожей с электроном, но в 200 раз массивнее, которые могут указать на существование еще не открытых частиц или сил. В ходе эксперимента изучалось колебание мюонов при прохождении ими магнитного поля. Мюон, как и электрон, имеет крошечный внутренний магнит, который заставляет его колебаться. Скорость колебания частицы, измеренная в ходе эксперимента, значительно отличается от предсказанной на основе стандартной модели физики элементарных частиц, объясняющей взаимодействие основных составляющих элементов материи и основной на 4 фундаментальных силах Вселенной. По мнению ученых, если новая частица будет обнаружена, она может изменить наше понимание свойства пространства и времени. Вы можете себе представить? Более того, друзья, я хочу сказать, это еще будет хорошая новость для тех, кто болеет раком, что американцы в ближайшее время, по всей видимости, будут лечить рак. Уже об этом заявил Джо Байден, и об этом уже очень серьезные люди говорят, что там, не знаю насчет всех видов рака или там в какой стадии это находится, но что излечить рак уже практически человечество, точнее англосаксонская цивилизация в лице американцев уже подошла к решению этой проблемы. Вы представьте, что происходит. И еще, знаете, я тут задал вопрос, чат GPT есть такой, да, вы задаете вопрос, и он вам отвечает, такой робот. И я сказал, что будет в ближайшее время, вот как вы видите, ну там про квантовый компьютер он говорит, там что квантовый компьютер, те компьютеры, которые сейчас имеются, они вообще как вычислительная машинка по сравнению с тем, что будет, когда будут вот эти квантовые компьютеры. Но самое интересное, что мне понравилось, то, что он сказал, и это что он сказал, что это уже работает над этим, что это возможно.
ученые провели эксперименты, они прошли очень успешно, и вот сейчас уже скоро будет реализация. Вот смотрите, например, вот Мустан, например, и я заболели одной и той же болезнью, например, каким-нибудь там, ну, возьмем какой-нибудь там гепатит, не дай бог, да, заболели мы. И нас лечат одинаково. Вот. И вот два человека их лечат одинаково. Ну, например, ему идет это на пользу лекарство, которое предпринимает, ну, а мне, например, оно дает какие-то побочные эффекты. Потому что у меня есть своя какая-то патология, там, генетическая моя патология, которая идет там от моих прадедов, у которого у Мустана, допустим, нет. Так вот, теперь нас в ближайшее время, в ближайшие годы, это буквально может быть год, 2, 3, 5 лет, потому что ученые уже провели эксперимент, удачный эксперимент над мышами, как обычно сперва это все тестируется на мышах, над старенькой мышкой, у которой уже и зрение пропало, и слух пропал, и зубы выпали, и все остальное. Нарушенный ген, они что-то там похимичат, и мышка начала омолаживаться. И теперь нам сообщают, что мы будем жить не 70-80 лет в среднем, да, где как живут в Европе, а мы будем жить там 120-150 лет. То есть в 2 раза может продолжительность жизни человека увеличиться. Более того, когда мы будем приходить на лечение к врачу, мы не будем приходить там, как там, придавать документы, там, вот у меня там такая-то болезнь, там, и лечите меня. Нет. Нас лечить будут каждого индивидуально. Каждого индивидуально. И это будет делать компьютер. Вот заболел человек гепатитом каким-нибудь, вот смотрит на его генетические, все его генетический код берется, расшифровывается, и по его ДНК смотрят, какая болезнь. Например, по моему ДНК можно определить, чем болеет мой отец, или к чему он расположен, чему расположен болеет моя мама, мои дедушки, бабушки, и 100 отцов, дедов вперед, они могут определить по моему генетическому коду, по моему ДНК можно определить. По каждому из вас можно, ваших, определить. И все болезни, там, все разные наши болячки, которые идут, они все идут у нас от нашего прошлого. И вот когда мы будем приходить к врачу и говорить, вот у меня, например, какая-то болезнь, гепатит или грипп у меня, еще что-то, компьютер просто будет смотреть на мой весь 1000 лет в прошлом, что было у меня, какие у меня побочные эффекты, нет. И исходя из этого он будет находить нужное лечение именно индивидуально для меня. И над этим уже фактически это уже решенный вопрос. И если инвестировать какие-то деньги в проекты какие-то, когда некоторые покупают акции, там, я думаю, что это самое лучшее будет вложение, потому что все будет переходить туда. Искусственный интеллект, который сейчас так сильно развивается, он уже приводит к тому, что мы можем определять, сколько лет мы будем просто дольше жить, люди. Представьте, японцы, например, на основе вот этого ДНК определяют, что у ваши зубы, у нас 2 раза, да, зубы растут. В детстве они потом выпадают молочные и вырастают вот единственные зубы. Так вот, сейчас японцы начали выращивать, что-то менять там в гене, в ДНК, который отвечает за рост зубов. И у вас новые зубы вырастают. И в 70-80 лет, в 50 лет уже у некоторых зубов не бывает. В 60 лет зубов не бывает. У вас могут вырасти новые зубы. Вы можете себе представить? Это как, во сколько, да, там, 10 лет, по-моему, 14 лет, 13, 12 лет вырастают последние наши зубы, ну, вторые зубы, которые на всю жизнь. Вот у вас будут как у 12-14-летнего ребенка зубы. А зубы это хорошее питание, это хорошее перемалывание и, соответственно, все остальное дальше по питанию. Поэтому
еще немножко, друзья, год, два, 5 лет, во-первых, мир изменится, мы на это надеемся, мы рассчитываем, мир меняется, мы сейчас находимся в процессе такого изменения, такого мощного потрясения для человеческого, политического ландшафта нашего. И все это будет одновременно сочетаться с тем, что будет медицина у нас улучшаться, и многие вещи все будет делать за нас компьютер. Вот как-то так, друзья, как-то так. Так что я вас всех поздравляю. Дожить бы, говорит Баунятка. Ну, это может буквально 3-5 лет, Баунятка. 3-5 лет это будет. Питер Вольва, алейкум ассалам. Так что я вас всех поздравляю, друзья. Продержитесь 5 лет на этой земле, и мы проживем еще 50 лет. Черкесы отказались участвовать в воссоздании Горской республики. Призвали Кутаева и Закаева не беспокоиться о черкесах и адыгах. Ну, отлично. Ну, а как по-другому? Черкесы по-другому не могли поступить. Кутаев и Закаев – это имитаторы деятельности, пророссийские имитаторы деятельности. Поэтому черкесы – это свободные люди, которые, хоть у них тоже есть разброд и шатание в рядах, но коллаборационизм и предательство они не приемлят. За это я их уважаю. Это возможно, так как у ящерицы вырастает новый хвост вместо отрощенного старого хвоста. Конечно, возможно. Это я не придумываю ничего и не говорю какие-то фантастические возможные сценарии. Я говорю то, что реально имеет ссылки, есть опыты, многолетние опыты. Вот мышка, которая, или там, я не помню, мышка или крыска там была, на которой ставили эксперименты, которая уже зрение практически потеряла, там не слышала, она уже стала, у нее шерсть вся уже была там, уже облезла, она уже, ну, старенькая для мышки, она уже была старенькая. Так вот, у нее волосы отросли на шкурке, зрение улучшилось, там, слух улучшился, там, она начала активной становиться. Ну, практически уже от старости умирающая мышка, когда они что-то с ней там намутили, она начала опять оживать. Черкесов в Турции 3 миллиона. Серьезно, что ли? Ничего себе. 3 миллиона это много. Так, что-нибудь другое может новое вырасти? Ну, я думаю, тебе не поможет уже ничего, что вырастет. Так, Ашхимоли. Как-то так, друзья, как-то так. Как-то так. А русские строят империю. Вот весь мир созидает, что-то делает, а русские строят империю. Мозги захотел, наверное, вырасти. Да, не поможет Маш Йоэль. Маш Йоэль. Узмолилайс. Дересу Амза. Дересу. Так. Так что вот такие вот, друзья, дела-то. Ну, давайте еще 15 минут с вами посижу и пойду днем. Дерей свой мозговой штурм. Так, что я вам еще хотел рассказать? Что-то хотел.
Валейкум ассалам, Абдулмалик. Тоже давайте я вам сообщу новость нехорошую. Россияне осудили бойца полка Азов Анатолия Килюшика на 25 лет лишения свободы с наказанием исправителя колонии строгого режима. К сожалению. Ну, будем надеяться, что во время, после окончания войны будет обмен пленными, на этом все закончится. Артур Орлиев. Я так понимаю, ты не русский, да, Артур Орлиев? Ты, ты холоп, да? Ну, ты холоп, это ну, понятно кто. Ты подхолопник. Ты хочешь, чтобы и украинцы были подхолопниками, да? Чувство собственного достоинства у тебя, наверное, уже не осталось. Ты, наверное, уже такой идейный под. Ну, у тебя Артур Орлиев. Что-то у тебя и имя, и фамилия не совсем русские, хоть ты пишешь, что ты русский. Ну да ладно, неважно, ты за что ты хочешь, смотри, вы пришли на чужую территорию, захватили чужих людей в плен, и еще радуешься, что ему дали 25 лет, а? Не понять мне вас не понять. Слушай, Артур, у меня постоянно возникает вопрос вот этим русским империалистам. Вот когда вот в 99 году вы взрывали, ваш Путин, Патрушев взрывали своих русских, чтобы обвинить нас в этом, как ты к этому относишься? Ты считаешь, что вот ради большой цели, для того, чтобы сейчас Кадыров там у вас был ручным песиком, можно было уничтожать своих русских и заодно потом убивать чеченцев? Можно было, да, ты считаешь? Украинский патриот вы. Ну, можно так сказать. Можно назвать меня чечено-бандеровцем, да, можно. Ну, я больше за права человека в принципе. А так я чеченский больше патриот, чем чей-либо вообще. А так я чечено-бандеровец. Добровольно им стал с начала агрессии вашей фашистской русни против прекрасной Украины. Ты мне ответь на один вопрос, Артур Алиев. Скажи, если очень надо КГБшникам захватить власть, прийти в власть, и надо взорвать 307 русских, дом в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске, в Рязани, правда, поймали ваших этих ФСБшников, и убили 307 женщин и детей, мужчин. Скажи, пожалуйста, как это так получается, что ты поддерживаешь тех, кто взрывает? Там твои родственники могли оказаться, ты мог оказаться. Только что Путин с Патрушевым пришли к власти. Можешь объяснить мне, с чем это связано? Что это такое? М? Ты поддерживаешь Путина, да? Правильно же? Путина, Патрушева, ФСБ поддерживаешь. Правильно? Вот, слился. Мне не интересна политика. Как не интересно? Ты только что радовался, что украинцу, которого на украинской территории пленили, дали 25 лет. Ты этому радовался. А теперь ты говоришь, тебе политика не интересна. Тебе, значит, просто ненависть к украинцам тобой движет. Ты просто, ну, это у тебя, это чисто личное, да, у тебя. Ты просто ненавидишь украинцев. Интересно, ты холопчик. Интересно.
справедливость? Ну, справедливость-то, чужая территория, чужая страна, вы туда пришли и убиваете чужих людей, они вам ничего не сделали, наоборот, они вам были рады, они вам помогали всегда, они в Крыму вас встречали как родных, а там ваше, ну, русское все руководство было в Крыму. Фактически Украина даже там крымские татары и местные русские между собой там что-то делили. Украина, ну как, юридически только была, и все. Ваш флот там стоял, продлили там еще там на 25 лет, по-моему, аренду. Кстати говоря, этим же флотом вы по-братски подло ударили им в спину, оккупировали их территорию. Где справедливость, дорогой? Что ж ты такой? Или ты справедливость для себя желаешь? А? Ну ладно, нет у вас аргументов. Я тоже, слушай, ты тоже сидишь там в чужой стране. Почему в Чечне не сидите, за Чечню надо топить? Так я за Чечню и топлю. За кого я еще топлю? А не в своей стране сижу, потому что, ну, вы убиваете, сажаете, пытаете. Вы даже моих родственников пытаете за то, что я здесь говорю. Ну, бывших моих родственников. Как будто это как-то повлияет. Так, ради имперцы не то схавают. Да, не говори, Маш. Так. حاجة ماش يوغل حسجو يزوديو أنا سجي Маш йогой حسجو يزوديو. Можешь мне пояснить, пожалуйста? Со звуком сделать что-нибудь. Всегда слабый звук. Надо на максимум включать и все равно тихо. Ну, я не знаю, у меня отлично все слышно бывает. Я слушаю, когда отлично. О, Рэмбо, это тот, который пытает, короче. Пришел, говорит, твоих родственников никто не пытает. А ну-ка, расскажи, Рэмбо, что ты знаешь про кого пытают, кого не пытают? А ну давай расскажи. Откуда у тебя такая информация, а? Адийцев? Шенла пытает бишен луагди, жопдалам дизер, душуна массаряга. Не за родственник, что массаряга. Халашиц. Аж я что, беспределю, что не зарел жячен. Если включить память и вспомнить Чечен 92 года, интересно мнение, какой проект Конституции они бы выбрали. 91 был или как у Идигова. Я не знаю, что вы прицепились там, Идигова какой-то проект, еще чего-то. Как будто Идигов это один человек был в правительстве, в парламенте. Голосовали все депутаты, сам все присутствовали. И его работа была принимать законы. Если не согласны, подайте в суд. Вы дуете на то, вот мне стоило заговорить об Идигове, и вы начали все, друзья мои, побратимы мои, все начали катить бочку на Идигова. Понятно, какие друзья оказались у меня, да? Какие друзья оказались. Его дюльдела Идигов. Кияк фамилиячу, я кидаум дачу. Совершенно верно, бабаунятка. Все нормальные люди за права человека и все бандеровцы. Да. Аслан, скажи, что ты чечено-джахаровец. Это то же самое, что Украина бандеровец.
Ну, можно и так сказать. Ну, чеченец по определению должен быть джахаровец, да, не свободный чеченец, он поддерживающий украинцев еще, чеченец, чечено-бандеровец, тоже холопчик еще тот. Да, не говори понятно. Даже предположительность жизни индивидуально может быть определена на основе ДНК. Даже продолжительность жизни индивидуально может быть определена на основе ДНК. Да, может быть, я не знаю. А сам он пока не может остановить войны на земле. Но если ввести рейтинг государств, народов, племен, где с определенным значением данной группы, все другие объявляют ей бойкот, войну-то. Я не про Эдигу, а про Конституцию. Могу без фамилии. Конституция с госрелигией ислам. Государственная религия ислам, она никак. Вы тем самым, вы так заостряете внимание на то, что не имеет ровным счетом никакого значения на данный момент. Только лишь из-за того, чтобы власть, которая реально может быть сейчас представлять именно Аят Эдигов и президиум правительства Чеченской Республики, чтобы вот эту власть пошатнуть нашу, фактически из-за амбиций своих некоторые люди, умноженные на невежество, не побоюсь этого слова, фактически вы, получается, играете на руку врагу, понимаете? Вы против ислама выступаете, вы выступаете против, фактически дискредитируете демократию таким образом. Вы хотите всем чеченцам показать, что нужно стать, я не знаю, таким, как говорит там антитеррор или кто-то там другой. Поэтому перестаньте. У вас есть враг, ваша территория оккупирована, Аят Эдигов, Конституция Чеченской Республики. Это не враг. Я выступаю за Конституцию 92 года с поправками 97 года и всеми другими поправками, которые есть на законных основаниях, которые были совершены. Потому что это наша история. Это все сделано законным основанием. Если это все законным основанием. Есть Конституционный суд, который должен будет решить. Если у вас какие-то вопросы с чем-то связаны, сидеть просто утверждать, что это преступление и так далее, это смешно просто. Смешно. Если вы чем-то не согласны, деоккупируйте свою страну. А после этого идите в Конституционный суд и решайте, что здесь не соответствует, что соответствует. Все остальное, истинная причина действий показывает, что вы боретесь не за деоккупацию чеченского государства. Вы боретесь за власть. Понимаете? Вы прямо об этом уже говорите, прямо уже вы показываете. Сперва вы боролись ваххабистами, я вам говорю, из-за этого разошелся я вот с так называемыми этими ЧДП, Чеченской демократической партии. Я говорил, не надо говорить все время про ваххабистов. Чем отличаетесь от Тумсу Абдурахмана, который все время говорит про Кадырова? Правильно? Ой, обетишь, бусал буешь, ишт бала, кит шушаш хилла цуюки, мабера. Это зло, это самое главное зло. Ты даже не представляешь, ты не представляешь, как они про тебя плохо говорят. Ты должен туда-сюда, говорили мне. Хорошо, вы преследуете там, внутри матрицы боретесь. Ладно, боритесь тогда. Но нам не по пути. Все, дальше занимайтесь. Война, осты иду, знакомый иду, все, занимайтесь. Теперь, когда я просто поддержал, начал говорить о Аят Эдигове, и мои друзья начали говорить, что Аят Эдигов это абсолютное зло, это ИГИЛ, и я уже ИГИЛ, мне уже ИГИЛ говорят. Ваххабиты говорят, что я атеист, эти говорят, что я ИГИЛ. Вы между собой договоритесь, кто я. Хорошо? Сундела бред дёш ючек.
За власть вы боретесь. Нету сейчас никакой власти. Единственная власть, которая у нас есть, это президиум правительства Чеченской Республики. Все остальное это туфта, ерунда. Все, что идет. Нужно объединяться, нужно создавать группы, нужно бороться, создавать гражданское общество, но за деоккупацию, налаживать каналы, мосты с разными людьми на этой земле, договариваться. И потом уже, когда деоккупируемся, когда уже там придет президиум правительства, назначит выборы президента, парламента, вот тогда заявите о себе. Ну нет, надо вот это все копошить, ненависть, свою жажду власти вы показываете. Вот и все. Вот я это так увидел. Говорил, ваххабистов не трогайте. Нет, ты не знаешь. Ну ладно, я думаю. Ну сидят, их натаскивают, кто-то вот нащушукивает. Вот давай это скажи, давай это. Подкидывают какие-то бредовые вещи. Сунамца. И сейчас тоже опять конституция, поправки, но это несущественно, это не имеет сейчас ровным счетом никакого значения. Но власть взять в свои руки надо. Власть в свои руки взять надо. А говорили, что не за власть. Говорили, мы не за власть, мы за права людей, там, туда-сюда. Вот и все. Все, Машу. Самозацвейшу.早就會就係打對就係你個車啦，實在是。Top tuišcun, moja, top tocun. Ладно, Маш, ладно. Бех мобиласом. Так ты тоже много у каждого свой бабайк. ЧДП против мусульман говорят. Тумсо про Кадырова. Не, смотри, Маш, я про Тумсо Абдурахманова говорю не потому, что там у меня там какие-то свои бабайки, а потому что этот человек является агентом российских спецслужб. Я не слышал, чтобы ЧДП вот так начали работать в этом направлении, говорить об этом. Они говорят, что когда Ахмед Закаев, окружение Ахмед Закаева меня пыталось вербовать, и я об этом сказал, и Ибрагим Никархо, например, дал голосовую информацию, там, третью, десятую информацию мне о том, что человек, который меня вербовал, это старый российский работник, это не послужило поводом отстраниться от них, понимаешь? А когда они начали говорить, что какой-то они религиозный, там, вот это послужило причиной. Понимаешь, о чем я? Мысль улавливаешь? Вот какая вот там ситуация. Поэтому дело в том, что нужно оставить свои личные амбиции. И если у вас нет личных амбиций, поддержите, что есть. Если Ахмед Закаев ведет нечестную игру, античеченскую игру, ну поддержите то, что есть. А нет, надо свое что-то создать. Свое что-то создать. Ну, пожалуйста, имеют право, пусть занимаются своим, чем занимаются. Я в этом не участвую. Я в этом не участвую. Слушал голосовой эфир Аяда с пещерной Абдуллахи. Аллеи на каком же они на разном уровне. От слушай, де хиннерл Аядис лерам салат беш. Сутики дин дюч. Хирбол бугон уд. Да, Садулла, абсолютно, вот те, кто вот на этой религиозной теме сидят, они абсолютно ночи, рилка датсага, харбой дина датсага, цен дойш, бусал дина датсан дойш. Просто так вот выучат, вот и как роботы повторяют одно и то же. Абсолютно некоторые, не все, конечно, некоторые, абсолютно рилка хасбуч набу. Ну так ладно.
Так-то я читал, когда парламент да, пошли чуть-чуть, то Эдига и Эндебрю стали на сторону Джохара. Я ничего против Эдига не говорю. Нет, Дудаев распустил парламент. Как бы он не имел права этого делать. И тогда, наоборот, они стали на сторону парламента и сказали, Джохар хаба ояц, и да, у него не было таких полномочий, он не имел права этого делать. И все, и на этом вопрос закрылся. Вот как было это все, да? А, Потому что Дудаев там в чем-то заподозрил, там в чем-то у него там были моменты, и он там начал рубить с плеча. И сказал, что парламент распускал. Он не имел права этого делать. И на этом все закончилось. Абдуллах ЧДП это стороны одной монеты бу аль-хиетон. Хиетион. Ну, сунца, ну, демократия, дискредитация, я шбухаш, им хиет сунца, дештег. Az vicen, az baga waqqals, I aja dediga uitsha wa cercer, iza gosun. Да эти тягарсы царь стремился царшен эдел чешхир до эдел бог царь. Значит, они власть хотят. Пожалуйста, только до власти очень далеко, ребята. До власти вы можете навредить нам, но власть получить вы не сможете. Но навредить вы сможете, наверное, где-то с чем-то как-то постараться, если. Aslan suad iru qihwa latsan tsahum tsal la so pitandina khiru. Соцакитер мустахудуется хинцу бохти шухельтига. Я знаю, где ты, бо ежик, туманин. На что? Ты разобрался? Включил противотуманники, ежик. Конечно, знаешь. Это не секрет ни для кого. Ассаламу алейкум. ТТ ва алейк салам. ТТ, модератор, моварвайшинем, мичуанира. Вот, сагатай, та. Каждый будет отвечать за свои поступки в могиле. Но это само собой. Так, ну да ладно. Так, сколько мы уже? 1,5 часа, мы уже больше в эфире. Да, понятно. Так, Аслан, на вопрос о взрывах домов не могут ответить даже русские либералы. Но русские либералы, они такие русские, они такие независимые и такие либералы, что КГБ просто тихо курит в сторонке, да? Аслан, ведь связи больше группе чуа. Ладуях я. Цадуях мустан. Цадуях худуиз. Миш пусть ведь связи больше. Ведь связи больше группе чуа. Ладуях я. Я не понял, Мустан, ты о чем говоришь? В какой группе? Кто со мной на связи выходил? В WhatsApp? В WhatsApp ты говоришь? Этот антитеррор ужасно оскорбляет грузинский народ. Я не могу понять, зачем он это делает. Да, я не слышал никогда, Андро. Что такое? Ты ЧДП юти, Мустан? Ты про ЧДП говоришь? А? И в группе юти связи больше, в группе чуа. ЦДУ у нас, да. Я ЧДП, ЦДУ. Больше WhatsApp мне какая-то группа звонила. Я думал, может, ты об этом говоришь. Это были российские номера, а я российские номера не буду с ними разговаривать. Нет там смысла с ними разговаривать. Там группа, несколько человек мне название, ну, сделали группу, и меня, видимо, может, случайно, может, специально хотели втянуть. Но я в эти игры не играю, да. Много дует, Мустан. Ты говоришь про что? Чат.
он ну, телеграм чая юйца, це нас. Убо, царь, убо. Ну, понятно, уже там, я давно уже замечаю, там они активно, я не поддержал их борьбу против ваххабистов, ну, YouTube, они потом YouTube это выкладывают, я не поддержал их борьбу против ваххабистов, и теперь я враг номер один Дион. И до того, как я начал говорить об Аяде, вроде все молчали, не говорили, а теперь вот, ну, это на меня нападки получается, я это так расцениваю. Полбючба. Ты меня не сделал. Никак не сделал. Не сделал раз у тебя? Это я другого сделал. Аслан, ты не враг. Ну, я надеюсь, защищать надо Чечню от России. Спасибо. Пожалуйста. Но нападки, Дион, так я и не понял, что произошло. Ну, ладно. Бауюхте асам. 5 алилор полюба. Мекшду умадать мустан. Дитит. На это политическая у них борьба. Они думают, что я им политический конкурент. Это не так. Это не так. Я не собираюсь конкурировать ни с кем политически. Я вышел помочь чеченскому народу, а потом спокойно уйти по своим делам. А они пусть дальше занимаются. Пусть дальше занимаются. Ладно, на этом я свой стрим, друзья, заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Я надеюсь, сегодняшний стрим был полезным. Я говорю, всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ну и все вместе делаем. Господи, благослови Америку. Hadi köl maş oil büyüsün.